Мы сегодня арендовали павильончики. Вот тут прямо возле моря находятся вот такие вот павильончики с собственным пляжем. Вот на этом пляже люди ходят, но никто не тусуется. Видите, личный пляж. Каждый год наш туроператор нам дарит вот такой вот павильон. Прикиньте, бесплатно совершенно. Мы у нее, то есть всегда покупаем тур, потому что она всегда какой-нибудь делает нам презент, что-нибудь такое приятное. Сейчас я вам сделаю рум-тур. Беседка номер 5, доктор, прям первая береговая линия, доктор. И вот тут у нас 3 шезлонга. Потом столик есть, и дальше входим, доктор. Тут, кстати, можно шторки закрывать. И вот внутри вот такая вот беседочка. Стол большой достаточно такой. И везде по краям, видите, вот такие диванчики. Можно здесь спокойно спать, сидеть. И вот эти, кстати, постоянно меняют. Если вот кто-то новый снял, вот это снимает, стирает и новое. И полотенце, доктор. Сколько надо полотенчиков здесь есть. И, доктор, здесь также есть свой личный холодильник и сейф. Прикиньте, сейф есть. И вот такой вот холодильник-бар. Тут напитки стоят, пиво, вода. 9 тысяч. Это очень дорого. Я не знаю, почему подешевле нельзя сделать нам ваши. Потому что они все стоят пустые, между прочим. Ну, конечно, какой дурак найдется за 9 тысяч снять такой павильон. Это просто нам туроператор презент сделал, поэтому только мы доктор сняли. Кстати, еще есть свой вот душ. Видите, личный, вот здесь прямо рядом с павильончиком. И сейчас я вам покажу, сколько рядов этих павильончиков. Беседок, павильона, беседа, мы не знаю. Вот видите, это наш первый ряд, второй ряд, третий и четвертый ряд есть. Тут свой официант, на кнопочку нажимаете, он приходит, приносит вот такие вот фруктики. Вот, видите, фрукты, пиво таскает вовсю тут. Тут, короче, не только фрукты доктор приносит, но и ведрами приносят спиртные напитки, холодные спиртные напитки, прямо бовные напитки. И также можно спокойно заказывать еду. Можно вообще не выходя отсюда поесть, попить и уснуть. Это что такое? Фетучини. Было рахатляне в Юатабанда. Кстати, банда гук. Прикиньте, она беседка всегда гук. Смотрите, какой салатик. Окей, что это за салат такой прикольный? Далина сейчас уже к нам даже не приходят, друзья. Отдельно от нас отдыхает, устала от нас. Я же 2 часа тренирую попу. Знаете, как тяжело потом ходить вообще? Вот так вот. Попу тренировать вообще-то нелегко, друзья. Запомните, это очень сложный процесс тренировать попу. 2 часа попу тренирует человек, потом 2 часа отлеживается. Потом 2 часа вот бургеры жрать будет. Конечно, очень красивая территория вот этих вот беседок. И здесь очень тихо, спокойно. И везде, видите, зелень. И официанты приносят все, что вам нужно, бегают прямо возле вас, но слишком дорого, из-за этого, видите, они все пустые. И, конечно же, свой пляж, вот это тоже офигительно хорошо. Принесли вот такой вот бургер, тут кетчуп, майонез, картошка фри и бургер. Очень аппетитно, кстати, выглядит, вот такой вот красивый посудки, да, подносик приносит. Бургер, между прочим, Амир сам делает, и сам картошку фри тоже готовит. Он вообще, между прочим, очень любит готовить и очень вкусно готовит, представляете? Вот вам тут ничего нет соуса. Соуса нету, да? Получается, вот на хлебе нет соуса. Тут есть салат, помидор и Котлетка. Котлетка хорошо прожаренная. Ладно, давай кусай и дегустируй. Я такой бутерброд не могу дегустировать, доктор, поэтому я попросила Амира. Он сейчас сам лично продегустирует и скажет, съедобные ли здесь бургеры и картошка фри. Нет, ты про вкус расскажи, отличается от Макдональдса, других вот бургеров. Ну да, отличается, но видно тоже домашний. Да? На домашний похож. Да? Ну-ка дай-ка котлетку попробуем. А раз на домашний похож, что ты тогда один раз откусил и все на это. Дай-ка маленький кусочек возьму. А, подожди, вот это, все. Спасибо. Я котлетку только могу доктор попробовать. Котлетка из говядины. Мне кажется, она как будто там мало мяса. Тебе так не кажется? Ну точно не домашняя котлетка. Картошка у них большая, как в Бургер Кинге. Угу. И, кстати, картошка вкусная. На домашний похож. Да, и здесь, смотрите, да, они ложат соусы Хайнс. Вот такой вот сырный соус вроде как. Майонез. А, нет, майонез. У них нету сырного. И кетчуп. Ой. Угу. Спасибо. И вот такие вот. Спасибо, шеф. Детям коктейльчики дают. Давай коктейльчик пробуй. Амир вообще подсел на коктейльчики. Он их обожает. Может в день выпить ведро коктейлей. Запросто вообще. Расплюнуть ему это. Что, вкусный коктейль здесь делать? Да? Да, я тоже попробую. Это мохито клубничный. Мохито клубничный?
сладкий капец, блин. А тут сахар добавляется, сироп. Я не знаю, почему сахар добавляют. Слишком сладкое делать. Все вкусно. Ему все нравится. Целый день жрет. Подписывайтесь на Дотар Мира. Ссылку оставляю. У него в блоге очень много интересных блюд. Он, между прочим, сам даже хлеб печет, пироги, пиццу и даже бургеры делает. И торт. Торт даже печет. И еще Дотар шашлычки делает. У него есть тоже гриль большой какой-то. И он там даже рыбу жарит. Да. Рыба, овощи, купаты, сосиски, курицу. Все. Тебе нравится готовить? Да. Да? Я съем еще одну твою картошку. Хорошо. Сейчас, пойду. Молодец. Все, короче, сбежали с этого места. Только один Альберт остался. Вот. Утомился. Мы только остались вдвоем с Амиром. Да, потому что здесь погода изменилась. Капец, возле моря. Такой колотун, ветрище. Солнце пропало. Видите, как холодно. Представляете, вообще на пляже вообще никого. Вон там даже, смотрите, тоже мало народу. У нас очень большая, огромная компания. И поэтому взяли в аренду вот такой микроавтобус. Мы поедем, короче говоря, на этот шопинг. И с нами едет этот красавчик-водитель Мехмед. Мехмед, скажите, салям бетагет геля. Салям бетагет геля. Вот, прикиньте, сам Мехмед сказал вам салям бетагет геля. Сейчас я вам покажу нашу компашку. Вот, посмотрите. Вот, все вот эти вот женщины едут шопиться. Пересчитайте детей, вы же многодетные, Инямбаштара. Короче, достар, у нас один раз уже такой случай был. Мы одного ребенка потеряли. Тоже вот так толпой поехали и потеряли одного ребенка. Потом искали, нашли его в машине спящим. Вот. Надеюсь, на этот раз так не будет. Альберт, сколько стоит аренда автобуса? Вот этого микроавтобуса? 15 400 рублей сразу. Короче, мы прибыли в торговый центр Анталия Молл. Тут названия нету. С той стороны. Мы, короче, с другой стороны пришли. Тут, короче, есть H&M, Waikiki, ну, такие вот магазины. Это прямо рядом с аэропортом находится. Только ушинамаша утыргерек, ингенде. Обязательно проверяйте. Хербер торговый центр дошулай. Представляете, ма? Никак. У нас такая охранала, поводяр тура. Мунда вообще хатын кыздар туралар охранала. Вайкики вот 2 этажа. Я всегда сюда прихожу, тут, потому что дешевые цены. Дешевле, чем в других магазинах. Но раньше в Вайкики почему-то мне казалось богаче. А сейчас, мне кажется, не очень. Ну, можно найти интересные вещи за дешевую цену. Но не скажу, что прямо качество хорошее. Мне нужна панамка или шляпа. Смотрите. Упала шляпа, упала на пол. И шляпу ветром унесло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Офигеть, доктор, а мне-то шляпа идет. Оказывается, я сразу такая мадама стала. Очень идет, мне кажется. Купальник Вайкикила. Не очень тупойский какой-то. Шамай. Слитный купальник, что ли, взять. Мне все подписчики пишут. Возьмите слитный купальник. Вот, можно вот такой взять. И будешь спасатель Малибу. Но нифига не загоришь. Такие прикольненькие, вообще классненькие. Прямо для меня. Как галоши, удобненькие. Только я вот не знаю, сколько стоит. Так, это сколько? Это что такое? Блин, 40-й маленький, оказывается. Вот как на ножке смотрится достаточно. Обалденные, вообще классненькие. Но цену что-то не поняла, сколько стоит. Без Альберта никуда. Потому что он моментально, как калькулятор, переводит. Сразу же цену говорит, сколько стоит. Кстати, я в H&M уже прошла. Тут H&M тоже 2 этажа. Ничего интересного не нахожу. Ну, хотя сейчас хоть свой размер начала находить. Раньше же даже свой размер не могла найти. А очки нашла себе. Смотрите, идет мне, нет? Посмотрите, пожалуйста, моему большому лицу. Кстати, сейчас у меня уже небольшое лицо. Но знаете что? Вот я одела эти очки, да, почему-то вот на этой стороне кирпики, ресницы задевает. А эту сторону не задевает. Какие-то, мне кажется, они неудобные и странные очки. Еще какой-нибудь красивый, яркий, красного цвета купальник доктор. Какие-то все тусклые, вот такие вот. Зачем мне такое? Ни одного яркого цвета купальника нету. Ну вот тут есть, но они все слитные. Слитные купальники я не хочу. Вот
хочу какой-нибудь раздельный, чтобы мой живот за километр мне видно было. И все говорили, Милюша опять со своим животом ходит некрасиво. Вот такой купальник хочу. Кстати, вот здесь леопардовый у меня уже есть. Вот тут красные труселя, оказывается, есть. Вот тут еще что-то есть красное. Это что за фигня? Это типа, это что ли, у кого 4 груди, что ли? 2 и еще 2, что ли? Что я не поняла. Вот такое, это еще что-то есть. Мне такое не нравится. Что-то какие-то странные, опять слитные. Боқтайық. Вообще тупойский. Бір яркий әйбіріште өмеді. Весь әлемдей түстер тупойский. Красивенькая, женственная юбочка. Только с чем ее носить? Тут көрінмей ме екен? Мен просто бір қысқа қылып әлгі. Bilmem. Bilmem. Қысқа қылып. Нормально. Нормально. Альберту понравилось. Он хочет, чтобы я юбки носила. Прикольно, да? Мы сегодня Альберта очень красиво приодели. Вот смотрите, он каким-то образом, ему понравилась муслиновая рубашка. Кстати, он 599. Альберт, сколько метров? 1300. 1300. И взяли такого же цвета доктор Манабакатыхында шортики на резиночке тоже 599. Сколько? 1200, да? 1200. И еще синий комплект взяли. H&M, он вообще шикардосный. Потом доктор покажем. Альберт вообще будет красавчиком. Короче, мы зашли в Нигрска, турецкий супермаркет. У них один единственный, что Нигрс бар шикарда. Нет, много бимбар. Бимба? Какой его сыдрак? Бима сыдрак, наверное, даже. Какой он товар бимба? Bilmem. Короче, мы всегда берем вот такие вот шоколадки. Очень вкусные, доктор. Нам они очень нравятся. Они же когда или туго етмеш, бич Карта белән тегесе. Какой карталар это? Bizda юк инде. Хыяр килога 50 сум доктор. Помидор 42. Ол күпме була лира? Ну, почти 2,5. Да, 80. 100 теңге помидор. 100 теңге помидор. Осыт мыны. 100 Bizda теңге. помидор ничә теңге? Bizda 250-300. А кабачки? 70 теңге. Кабачки 70 теңге. Короче, овощи бында осыт, но сладкие. Намалары кыйват. Но уже мне говорят, что еще говядина хаталар. Доктор говядиналары алардың тора где-то 1,5 ярым. Дорого. У них говядина очень дорого стоит. 70 мең кра bir баран сразу сатып алам. Bir baran 70 мың. Прикиньте, ben аланы тарықты күпмеге Альберт? Bizden 10 мең келіп шығайын. 10 мыңға бар баса. Смотрите, какая большая нутелла, evet. 500 мың тұра доктор бында. Бында, конечно, насчет продуктов вообще изобилие, очень много продуктов. На сырларының қарағадына, осылай ячейка тура сырларғын өте. Прикиньте, и ней бында выбор больше, чем Таиландта. Мен вообще ұқсайды. Мына понятно, неме хатқандар. А то, блин, Таиландта жүрейін, неме хаталар, неме ол боқтаңдап болмай. А бында мына весаңдап бола, что продают? Йогурт екен, йогурт, сыр, блин. А то, блин, Таиландта баш бітті. И бында выбор вообще огромный. Супермаркеттар зур, айбат, таба, матур. Еще, доктор, мы берем здесь, в Турции всегда вот такие вот вафельные конфетки, да. Они офигеть, очень вкусные, просто вкусные. Вот будете здесь, берите вот такие. Прямо нам нравится. Ну, не знаю, на вкус и цвет, конечно, товарища нет, доктор, но нам нравится. Закупились? Все, что надо, успели? Мы купили все, что не планировали, а все, что планировалось, не купили. А почему? На весь торговый центр нету белого купальника на завязках и нормальных очков. Бұлар купальник мана очки тапмағандар. Я купила себе юбку. Да, юбку. А что такое удивление все? Я никогда вас юбки, по-моему, не видела. Да, я сама себя редко вижу в юбке. Түрік әбедері бұрқылдатып, сигарет атып тұралар. Мен заметила, Турцияда әбетей, яш қыздар да, ұлы қатындар да, әбейлер де вообще кальян тарталар, кальян яраталар. И яраталар тәмәкі тартырға бұрқылдатып. Что заметила, бұнда нық көп смешанный брактар. Вообще, урыстар мен түріктер арасында смешанный брактар көп. И түріктер менен немістер арасында смешанный брактар көп. Почему? Потому что немістер мен түріктер арасында, почему вы думаете брактар көп? Потому что достар. Вообще, хуғыш біткенден Германиялар, Вторая мировая, когда закончилась война бекенде,
Шунда түріктер менен немістер арасында соглашение болған, чтобы түріктердің ирлері келіп Германияла ярдам еткендер восстановить города. Көп түрік ирлері кеткендер ішке, и шунда қалғандар. Это правда, доктор, на самом деле. Историяны изучайте. Вроде как. Ты откуда это Откуда вы сюда придумали это? Не было такого. Было? Чё? Меня вообще за дуру, что ли, принимаете? Шана папа дограл. Адер, скажи. Было соглашение такое, чтобы после Великой Отечественной войны, получается, турки поехали в Германию помогать. Да. Да? Қара меня шанмаған бұлалар ең баштары. Учите историю. Үйдеген бұлалар шекіне. Boğuk kına tömlü güneyen boşa. Еще один. Нас много. Спасибо. История из детства, связанная с Мирошой Апо и арбузом. Пришли как-то, я гостила у них, пришли как-то девочки какие-то играть ко мне, и вы нарезали арбуз, прям вот целую тарелку, и дали мне и сказали, только не урони, пожалуйста. Ты историю уже который раз рассказываешь, блин. Нет, я ее не рассказывала. Что, реально рассказывала? Да. Ну ладно, дальше. И я только выхожу из кухни, и кусок падает. Такой ор стоял. Тарелка инде. Нет, кусочек упал. Кусочек упал и орала. Да, вы кричали. Ну ладно, прости. Да ничего, Ты бы нормально. тоже орала. Скорее всего, не знаю. Иди на пьяную вечеринку. Пьют спиртные напитки, вот здесь все люди, да, смотрят представление и еще даже курят кальян. Здесь можно кальян заказать, но кальян тут дорогой, 3500. Представляете? Я не курю кальян, но я просто цену для вас узнала. За ЗОЖ не пьем и не курим вот вдвоем. Мы только фитнесом занимаемся и жрем. Давайте я вам расскажу, как она только что меня чуть не выдала замуж. Короче, она мне говорит: Аделина, давай больше знакомься, нам нужен Киев. В этот момент сидят казанские друзья и говорят: так у нас есть неженатые, 30-летние, с квартирой, с домом, с машиной. И показывают фотку. Я говорю: нет, стрёмный. И Милёша такая: какой стрёмный, нам такой уже даже пойдет. Давайте дадим номер. Я говорю: мне не надо. И Милёша такая: мне надо, мне надо. А чё, квартира бар, үй бар, казандық предприниматель, строительством, говорит, занимается. Самый раз, Киев строитель. Ему 32, и он почему-то не женат. Вот это меня смущает. Нормально. Чё, может, он маменькин сыночек был? Да, такие нам нужны, да? О, она, кальян тартмай. Мы не курим и не пьем деген кіші борқылдығы сылып кальян тартып отыра. Атауының іргәңді. Альбек, как вы смотрите на то, что ваша дочка курит кальян? Это блин, короче. У нас в Уфе, недалеко от меня, есть кальянная, где делают фирменный кальян со вкусом чак-чака. Я его часто курю, он реально со вкусом чак-чака.
Он такой прям фирменный, башкирский так и называется. Хотя он по факту Медовый, должен быть что ли? такой. Медовый, что ли? Вот так вот, прикиньте, даже бар оказывается кальян со вкусом чак-чака, доктор. Скоро Удахтамай со вкусом Барыша будут выпускать. Вот, представляете, татарлар, казанский татарлар даже не знает, что есть кальян со вкусом чак-чака. Бишбармак со вкусом Кальян, это бишбармак. кальян точно? Кальяны, да, прям Это не плов ешь там, и кальян говорит.